Салем Достаров, снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Сегодня мы посмотрим видео «Вот так приезжий русский поступил с казахами в Казахстане». Давайте посмотрим, увидим, что здесь покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходит все по вашим заказам, друзья. Смотрим. И ссылочку на канал автора я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите различные ролики. Давайте посмотрим, что здесь расскажут. Есть у меня идея почистить речки здесь. В честь благодарности такой казахстанцам. Всем привет! Хотим отблагодарить казахов и Казахстан. Россияне организовали субботник. Перед началом видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарии для продвижения видео. Россиянин Алексей Сибирский в знак благодарности за помощь и поддержку, которую ему и его семье оказали казахстанцы, решил организовать субботник в Уральске. Тенгри связался с ним, чтобы узнать подробнее о его инициативе. Перебрался в Казахстан 27-летний Алексей вместе со своей семьей, женой, 3-летним сыном и 10-месячной дочкой. Мы приехали из Санкт-Петербурга, жили там полгода. Ранее также проживали в Таиланде и Китае. По профессии я психолог, родился в Алтайском крае, в городе Бийске. Вырос в Красноярске, говорит Алексей. С недавнего времени Алексей завел блог, где рассказывает об экологических проблемах и инициативах. Занимается эковолонтерством. Из-за мобилизации я уехал из России. Я приехал в Казахстан, потому что здесь живет мой друг. Вспомнил, что он из Самары приезжал в Уральск. Я следовал этому же маршруту. Достаточно быстро прошел границу, рассказал Алексей. Алексей также отметил, что после того, как увидел, как казахстанцы добры и отзывчивы, решил отблагодарить их и организовал небольшой субботник. Ребята хотят очистить небольшие речки от скопившегося за лето мусора. В Казахстане много хороших и добрых людей, которые мне помогли. Искренне хочется отблагодарить Казахстан за помощь россиянам и мне лично, моей семье. Решил провести субботник в Уральске. Посмотрел по карте, где есть небольшие речки, обычно там всегда скапливается мусор. Выложил информацию об этом в свой Инстаграм, ВК-чаты. Таким образом, собралось много людей. По моим оценкам, где-то около 50 человек. Перчатки и мусорные мешки люди брали с собой, говорит Алексей. Стоит отметить, что большой поток прибывающих россиян по-прежнему главная тема последних дней в Казахстане. Так, в тренды TikTok попадают короткие шуточные видеокурсы по быстрой адаптации иностранцев в стране. Друзья, ну что я скажу, главное, чтобы Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Делают, да, русские, вот, чтобы они делали от чистого сердца, и потом в конце всего происходящего не получилось так, что скажут, а мы здесь вам и Казахстан подарили, земли Казахстана, еще поубирали их. Ну, от них можно все ожидать, потому что, посмотрев ту ситуацию, да, как Владимир Путин в дворце там подписывал вот эти указы, да, и я смотрел, с одной стороны, смотрю, такая белая, все так бело, вроде ты в какую-то психбольницу попал, потому что то, что там происходило, и то, что люди там делают, вообще в голову не укладывается, как можно перечеркнуть все и идти против законов, международных законов и просто показывать вот свое настоящее русское лицо, на самом деле, какое оно есть, друзья. Конечно же, приятно, что так молодые люди отзывчиво отзываются о Казахстане, да, но большинство там вот тех приезжих, это 100% с манией вот такого, наверное, сепаратического склонения 100%. И я думаю, друзья, доверять-то можно, и доверять, и помогать надо в любом случае. В любом случае, но не забывать, сколько
беды принесли они не только украинцам, а всем народам. И это надо не забывать, друзья. Потому что в любой момент, если даже что-то случится в Казахстане, за кого вот именно вот эти русские пойдут, как вы думаете? Ответ будет очевиден, потому что в видеочат рулетки, если ты задаешь вопрос, да, за кого ты пойдешь воевать, за Россию или за Казахстан, и человек уже 30 лет прожил в Казахстане, друзья, и он говорит, конечно же, за Россию пойду воевать, русский казах, то я думаю, с такими людьми, те, что приехали только с России, здесь даже думать не надо, что он ответит. Уже ответ сам приходит в голову моментально, друзья. Вот так. А вообще огромный рахмет за то, что чистят речки, занимаются экологией, потому что это тоже на это надо сейчас внимание обращать. Намного глобальные проблемы есть у нас в мире, и с экологией очень глобальные проблемы, которыми надо заниматься, а не развязывать войны и не меряться, можно так сказать, яйцами, у кого больше. Это сугубо лично мое мнение, друзья. Большой рахмет, друзья, всем, кто посоветовал этот ролик. Я рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам, друзья. Алга Казахстан, слава Украине, берегите себя, до встречи.